Блестящие комбинации, сейвы голкиперов, красивые голы и даже силовые приемы, завершающий хоккейный матч между командами Горняк Сибай и Салават Юлаев Уфа, содержал все атрибуты взрослого хоккейного противостояния. И пусть участников соревнования отделяет не менее 6 лет активных тренировок до начала выступления во взрослых составах, уже сегодня представителям детской хоккейной лиги Башкортостана удается подарить трибунам зрелищное спортивное противостояние. Соперник нравится, как играет в пас, взаимодействуют между собой. Ведь, конечно, индивидуального мастерства, может быть, еще и не хватает, но командное взаимодействие в пятерках, игра в пас мне понравилась. Андрей Сидякин, бывший нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев», уже 5 лет не выступает на льду в качестве игрока хоккейной команды. Прошедший накануне этап детского первенства Республики Башкортостан среди команд 2005 года рождения дебют Андрея Анатольевича в качестве тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев». Результат финальной встречи с сибайскими хоккеистами – победа с досадным перевесом для местных воспитанников, 5-4 в пользу юлаевцев и второе место в турнирной таблице по итогам 2 дней соревнований. Среди других команд, выступавших на сибайском льду, были хоккейный клуб «Орлан» города Стерлитамак и «Юрматы» города Салават. «Орлану» удалось выйти абсолютными триумфаторами по итогам сыгранных матчей с СЮ 3-2 и 12-0 с салаватским клубом «Юрматы». Накануне мальчишки из местного клуба «Горняк» с не менее разгромным счетом одержали победу над салаватским клубом 13-1 и едва не дотянули до победы в поединке с «Орланом». Только азарт, только заряд, и она красивая игра шла по всем направлениям. Никто не может угадать, кто выиграет. Ну вот среди 3 команд. Это «Орлан», «Горняк» и «Салават Юлаев». Потому что ребята играют на уровне, ребята играют как бы на одной волне, на одном уровне. Поэтому очень сложно. Но вчера, конечно, немножко упустили выигрыш, потому что дисциплина немножко подвела. Вот в связи с этим при двойном удалении пропустили важную шайбу. И по буллитам проиграли 4-5. Первенство республики для местных мальчишек – главные соревнования в текущем сезоне. Возможность принимать участие во всероссийском первенстве, как комментирует руководство, отсутствует по причине недостаточного финансирования. В целом же ребятам удалось значительно повысить свой уровень мастерства за счет интенсивных тренировок в межсезонье. Помимо первого сибайского этапа, в текущем сезоне местной команде предстоит посетить еще 2 выездных тура. В таком же режиме будут проводиться соревнования для 2 других возрастных групп 2007 и 2009 года рождения. Клуб «Триумфатор» детского первенства Республики Башкортостан по хоккею определится по количеству очков в конце сезона по итогам всех прошедших соревнований. Для Сибая хорошая игра вчера была, они со Стерлитамаком играли. Что касается нашей команды, да, то мы первую игру проиграли. Наверное, не до конца сразу проснулись. Первую половину игры плохо провели. Вторую более-менее подтянулись, но сравнять уже не успели. Между прочим, знакомство с представителями местной хоккейной школы Андрею Сидякину уже доводилось свести в феврале этого года в рамках выездного мастер-шоу в городе Сибай. Теперь прославленному хоккеисту предстоит намного чаще бывать в нашем городе в новом для него качестве тренера. Играть легче, тренерам тяжелее в плане того, что ответственность другая уже. Здесь вроде ты сам за себя отвечаешь в игре. А здесь надо успеть всем подсказать, правильно направить. Так что немножко другое все. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.